Талант живописца, исследователя и просветителя определил его место среди основоположников национального профессионального искусства. Ну, я бы даже сказал, что именно период жизни Махарбека Туганова – это эпоха. Знаете, мне кажется, что вот надо сказать обязательно вот что. Туганов ведь не просто один из ведущих, не люблю это слово, один из ведущих художников Осетии. Он не просто является предтечей современного профессионального искусства. Туганов – это, ну, как говорят про Пушкина, Пушкин наше все в России, да? Туганов – человек, который сделал очень много для Осетии. Настолько много, что вот я даже сейчас, если начну перечислять, что-нибудь забуду. Это исторически именно неприходящий характер, потому что, во-первых, в этом доме родился уникальный человек, который прославил свое имя, не только свое имя, но и свой народ тоже, естественно, конечно же, Махарбек Туганов, Махарбек Сафарович Туганов. Очень огромное он получил здесь наставление, напутствие именно от своих родителей. Потому что если даже взять мать, которая являлась Асят Шанаева, дочь Гацира Шанаева, который занимался изучением старины, фольклора осетинского народа, это на него подействовало, повлияло, безусловно, конечно. Отец же Сафар был первым ученым в Осетии, первым ученым агрономом. Поэтому он рос в такой обстановке, что он не мог, значит, не прикоснуться к старине Осетии, старины. Поэтому он уже здесь, в доме, будучи здесь в детском возрасте, начал заниматься рисованием, он этим увлекся, но рисованием того, осознанное это было рисование, картины, которые носили осознанный, именно направленный характер. В возрасте 8 лет Туганова отдали в частный пансионат Серебряковой. Директриса
пансионата больше интересовала материальная часть, нежели учебная часть. И к 8 годам Туганов даже не умел читать. И как-то на уроке один из старших учеников, старшего класса, кабардинец Магомед Гирей, рисовал на уроке рядом с Тугановым лошадей. И Туганов подсмотрел его рисунки, и ему это очень сильно понравилось. И начал самостоятельно учиться срисовывать какие-то орнаменты, геометрические фигуры. Можно сказать, он заболел этим. Стать художником в прежние времена, это нужно было сделать очень рискованный шаг и как бы смириться с тем, что в будущем на тебя будут показывать пальцем и говорить, что да, вот как бы ты, если, конечно, ты не прославишься, не станешь знаменитым, художником, у которого будет стоять очередь в мастерской на заказ портрета, вот, то, в общем-то, конечно, такая вот судьба художников, она существовала. То есть определенная социальная группа, которая обслуживала аристократов и, значит, стояла, конечно, выше, там, скажем, каких-то других социальных групп. С самой юности и с самого детства Махарбек мечтал стать художником. Но родители не принимали его такого вот страстного желания связать свою судьбу с творческой специальностью. Они приводили в качестве отрицательного примера судьбу Коста Ливановича Хитагурова, да, объясняя ему, как сложилась судьба Коста, его биография. И, по сути, для представителей высокого сословия, наверное, профессия художника, она являлась непрестижной в то время. Поэтому юноше было трудно осознавать вот это вот непонимание родителей, его вот внутренних переживаний и стремлений. Ну, вы знаете, отношение к художнику такое было не только в Осетии. Если взять историю русского искусства, то, ну, скажем, там в конце XVIII, в начале XIX века крепостные занимались изобразительным искусством, выходили в люди и становились известными крепостные. Из профессиональных художников вот, первой половины XIX века я могу назвать только одного графа, только одного дворянина, это Федор Толстой. Это замечательный иллюстратор и скульптор. Вот он, будучи дворянином, закончил Академию художеств. И в более позднее время очень много художников, которые сначала получали образование военное, медицинское. Вот юристом сначала стал Врубель. Он учился сначала на юриста, а потом поступил в Академию художеств. Как-то, в общем, наверное, еще с греческих времен искусство изобразительное, ну, оно как бы считалось ремеслом. Это все-таки ремесло. Художник, который работает в скульптуре, работает с красками, он работает руками, не только головой, но и руками. И вот это вот, значит, мастерство, вот этот труд ремесленный, без которого не обходится искусство изобразительное, ну, все-таки такое наложило, наверное, отпечаток на него, что ну, благородные люди, благородные социальные группы, они как-то, в общем, в качестве баловства могут еще себе позволить заниматься рисованием, там, заниматься живописью. А так это, конечно, ремесло. Так что не только в Осетии к этому относились вот таким образом. Даже родители хотели, чтобы он стал не художником, а инженером, например. То есть как бы материальная сторона его жизни бы обустроилась и стала бы, конечно же, более весомой. Но выбирая другой духовный путь, естественно же.
Поэтому вот такой, исходя из этого недопонимания его способностей и таланта, но фактически на него это все-таки не повлияло, потому что он выбрал этот путь, он до такой степени этим делом увлекся, что у него были большие достижения потом, и он уже не мог отойти от этой дороги, конечно. Так как я уже ранее упоминала, что у Серебряковой он не научился даже читать, Сафар Туганов отдает Махарбека в другой частный пансионат Кизерам. Он пользовался популярностью среди общества астинского. Он был очень чутким, образованным преподавателем. И именно Кизер заметил его склонности к рисованию. Кроме того, в частном пансионе Кизера ему еще помогал священник, преподаватель закона Божьего. Он с ним ходил по селам, собирал этнографический уже материал, исторический материал. И потом, естественно, после уроков он вплотную занимался именно рисованием. Как отец Коста также не принимал стремление Коста стать художником, задавая ему вопрос: «Так кем же ты будешь, сынок?» То есть в осетинском обществе как-то вот будущее своих сыновей связывали с блестящей карьерой офицеров, да? А родители Махарбека отдавали предпочтение специальности горного инженера. И именно поэтому Махарбек Сафарович был вынужден поехать в Петербург, поступать в горный институт. Ну, наверное, можно так сказать, что, к счастью, он не выдержал последнего экзамена, он не поступил в горный институт и постарался повлиять на мнение родителей, чтобы они ему позволили поступить в Императорскую академию художеств. Есть такая, имеющая основание под собой версия, что до Туганова в Осетии появился прежде всего, конечно, Коста Хитагуров, первый живописец и первый художник, который профессионально занялся живописью. И, конечно, они были знакомы, и есть такая история, что рисунки Махарбека, ранние детские рисунки Махарбека, были показаны Коста Хитагурову, который их очень хорошо оценил, высоко оценил, и сказал, что вот это как бы твое будущее, старайся, и, значит, то есть старайся на этом поприще. Есть еще очень интересное воспоминание одного из соучеников по мужской гимназии Владикавказа о том, что Хитагуров несколько раз посещал учеников этой гимназии, в которой учился Туганов, и беседовал с ними, напутствовал их на то, что вот нужно учиться, это их учеба, это все их дела, все их творчество должно служить на благо Осетии. И вот, конечно же, Коста Хитагуров мог сыграть такую главную, очень важную роль вот в том, чтобы Туганов загорелся именно искусством. К примеру, первая картина называется «Собачья скала». Раньше отсюда скидывали изменников Родины со связанными руками и ногами со скалы в реку. Скидывать должен был именно родственник, чтобы избежать кровной мести. Как известно, раньше у нас на Кавказе бытовал обычай кровной мести. А по мнению известного путешественника, этнографа, исследователя Миллера, он часто сюда приезжал с экспедициями, отсюда могли скинуть человека, который плохо принял своего гостя. Ну, известно, что Остины, кроме своей воинственностью, славятся и гостеприимством. Если такие случаи бывали, что случалось довольно-таки редко, то вот с таким человеком поступали вот так. То есть, по сути, человек, признанный виновным в измене родному народу, всенародно объявлялся собакой, и поэтому скалу назвали собачьей скалой. То есть скидывались такими словами, как «собаки, собачья смерть». В каждом ущелье было такое место, где вершилось правосудие над изменниками и уже над провинившимися людьми. Вот на его творческое мышление значительное воздействие оказала та среда, в которой он рос, его семья, которая относилась к высокому сословию, те традиции, которые существовали в семье Махарбека Сафаровича. Отец его, Сафар Туганов,
человек, который получил образование в Европе. Мать Асиат Шанаева значит, вышла из семьи, из фамилии, где ее дяди стали записывать, одними из первых они записали нартовские сказания. Они были собирателями эпоса и публиковали его. Естественно, что отец Сафар, отец Махарбека Туганова Сафар, тоже записывал именно дегорские сказания. Когда Махарбеку исполнилось 13 лет, его семья впервые значит, с ним вместе посетила горную Дегорию, где юноше довелось пообщаться со сказителями того периода, в частности, с Зарахом Савлаевым и некоторыми другими, которые оставили глубокий яркий след в сознании юноши. И на протяжении долгих лет Махарбек мечтал вернуться в горную Дегорию, насладиться творчеством сказителей и записать все те тексты, которые транслировали носители из устной традиции. Ну и сам Махарбек в довольно раннем возрасте обратился к эпосу, он ему был очень интересен, знаком, и более того, он даже записал несколько сказаний сам. Причем считается, что самым совершенным, самым прекрасным сказанием в записях Махарбека является как раз вот сказание об Ацамазе. Как свидетельствует Абаев, Вайсал Абаев, оно совершенно по форме, оно прекрасно вот звучит в этой записи. И ну, действительно можно сказать, что Махарбек начинал свое творчество еще и как вот знаток, как собиратель, как человек, который изучал эпос. Ну и к тому же, вообще-то в конце XIX века эпос и стали записывать. До этого он существовал в устном варианте. Исследователи, которые приезжали в Осетию из России, там, из Германии, удивлялись эпосу, значит, как бы вдохновили интеллигенцию на его изучение, на его публикации. И, разумеется, Туганов, который был одним из ярких представителей интеллигенции, образованной интеллигенции этого времени, просто никак не мог пройти мимо вот этой темы. Самое интересное, что, конечно, для него открылась возможность первопроходца. Он первым стал не только изучать эпос, но еще и иллюстрировать его. И даже в самих иллюстрациях очень интересно прослеживается эволюция художника, начиная от первого изображения, где он нартов нарисовал в бурках и вызвал критику уже в Академии художеств. Объяснили, что нарты не могли носить одежду 19-18 века, что, наверное, на них были какие-то древние исторические костюмы. И Туганов действительно обратился к истории Осетии, осетинского народа, к истории культуры, к истории оружия, к истории декоративно-прикладного искусства. То есть он проделал колоссальную работу как ученый. И уже тогда, когда появились действительно настоящие интересные иллюстрации нартовскому эпосу, они возникли как результат раздумий, результат исследований и, разумеется, результат поиска образов. Образы появились настолько яркие, настолько интересные, что, мне кажется, до сих пор, когда существует уже много исследователей, иллюстраторов эпоса, но когда ты вспоминаешь и думаешь о ком-то из персонажей, о Ацамазе, о Сослане, особенно, скажем, об Атрасе, то вспоминается в первую очередь работа, конечно, Махарбека Туганова.
Он изображает Сослана, самого сильного нартовского воина, который поспорил с Чилахсартагом о том, что сможет станцевать на краях гигантской чаши, наполненной пивом, ни разу не пошатнув чашу и не расплескав налитое в нее пиво. И Чилахсартаг тут изображен как очень недовольный герой, недовольный исходом спора, а Сослан благополучно танцует, и в спор он выиграл у Чилахсартага руку его дочери, то есть впоследствии он на ней женился. Также эта картина показывает наиболее знаменитых героев нартовского мира. Это Ишатана, дочь небожителя, покровителя мужчин, которая обладала магическими способностями. Она тут преподносит пиво всем гостям на пиршестве. Есть и образ Уружмага, отца Маза, одного из самых солнечных героев нартовского мира, который играет на своей волшебной свирели. Здесь и традиционные музыкальные инструменты, которые издревле известны у остинского народа. 12-струнная арфа Дуада Штанон Фандыр, на которой играет герой на переднем плане. Некоторые считают, что это шардон, но скорее всего это не так. Шардон чаще всего изображается в лисьей шапке, и тут у него также озорная ухмылка, он очень сильно смеется над чем-то. Скорее всего, Шардон изображен как раз справа на этом холсте. Наверное, не всем это известно, но вот нартовскую картину, посвященную пиру нартов, художнику заказал наш директор, бывший директор на то время. И был заключен договор, где, значит, уточнялось размеры этой работы, характер, монументальный характер ее. И Туганов написал, в общем-то, для музея, для нашего. Другое дело, что ее не приняло Министерство культуры или управление тогда это называлось. И более того, чиновники, которые вошли в состав вот этой оценочной группы, они пришли к выводу, что это неудача творческая, что ее, значит, нельзя, то есть ее нельзя покупать, нельзя приобретать для музея. Несмотря на то, что вот художественные критики не приняли этой работы, да, в силу обстоятельств, известных только, наверное, им самим. И тем не менее, работа Махарбека Туганова, гениальная работа, она считается эталонным образцом, да, всех произведений, которые имеют отношение к теме эпоса, к теме Нартиады. И тем не менее музей, даже будучи вот как бы неоцененной эту картину, хранил какое-то время, реставрировал. Она была в ужасном состоянии, потому что Туганов писал последние годы, когда у него не хватало денег на краски, когда он писал на каком-то старом холсте. Вот она у нас такая картина «Хроник». Мы ее постоянно за ней следим, ее реставрируют, ее поддерживают. И висит она на своем месте, и с этого места ее не убирают никогда. Она сейчас закрывается занавеской и открывается, когда это необходимо. Также картина показывает множество старинных традиций и обычаев. Например, на заднем плане танцуется старинный нартовский танец щимт. В щимте участвовали только мужчины, они брались или за руки, или за пояса друг друга и выстраивали гигантские круги. На плечи первому кругу танцоров вставал второй круг танцоров. Танец нартов был настолько грандиозен, что даже небожители в изумлении смотрели на него с небес, и как раз этот танец изображен на заднем плане. Все танцоры изображены спиной к зрителю. Вот именно эта работа, она явилась своего рода энциклопедией осетинской Нартиады, потому что художник воплотил все те ценностные представления, которые содержит эпос Нарты. То есть это вопросы традиционных верований, обрядов, ритуалов, это и иерархическая структура, это глубокое понимание символики, костюмного комплекса, это и отражение конкретного сюжета Нартиады, да? Это танец Сослана на чаше, и там же мы наблюдаем реакцию Чилахсартага, да, одного из персонажей. Мы видим такую вот работу сложной композиции. Это было действительно полотно, не имеющее аналогов.
к народным сказкам, сказаниям, да. Где-то в 2002 году. Перед вами зарисовки Махарбека Тубганова, которые принадлежат кисти его руки. Тут у нас зарисовки к нардским сказаниям, к легендам, к сказкам Ощетин. Очень интересно здесь он как раз-таки изобразил Нарта Суслана, который борется с великаном Мукхаром. Тоже иллюстрация к нардскому эпосу, к легендам. Нарт Урызмаг. Это последний поход Урызмага. Из большинства он не успел воплотить все это побольше в формате. В 1901 году Туганов едет поступать в Горный институт в Петербург. И в поезде он знакомится с известным в последующем грузинским художником Тоидзе. Он в душе завидовал, что он едет поступать, то есть в художественную академию в Петербург. И тогда именно в поезде решилась его судьба, можно сказать. Он твердо решил поступить в художественную академию. Ну, домой он уже не вернулся. Для того, чтобы поступить в академию, надо было иметь какую-то начальную подготовку. И он брал уроки в частной школе. И за 2 года он так хорошо подготовился, что в 1901 году осенью он уже сдал экзамен в Петербургской академии художеств. Махарбек Туганов учился в Петербурге в мастерской Репина. Илья Ефимович Репин – это, конечно, колоссальная фигура для истории русского искусства, русской живописи в частности. И как педагог он, конечно, на него оказал большое воздействие. А когда говорят о Репине конца 19-го, начала 20 века, ну, как бы забывают о том, что это уже другой художник. Это не тот Репин, который писал «Бурлаки на Волге». Это мастер, который совершенно поменял свой стиль, у которого появилась совершенно другая манера, очень сильный и выразительный мазок, очень интересная фактура письма и очень интересное своеобразное отношение к цвету. То есть вот какие-то задатки вот этого самого экспрессионизма были заложены, я думаю, может быть, даже самой мастерской Репина. Особенно привлекало Махарбека Туганова романтическое направление, которое опиралось на традиции национальной культуры и связано было с народным искусством. Ему также был близок дух импрессионистов и постимпрессионистов, хотя, наверное, манера его письма, она была больше схожа с манерой экспрессионистов. Есть стиль, который вырабатывает художник как его особенность его письма. Есть стили мировые, те, которые создаются множеством художников, живущих в разных странах. Ну вот, и можно говорить, что и первое, и второе присуще Туганову. Если говорить о стиле, большом историческом стиле нового времени, то, конечно, он представитель экспрессионизма.
Вот это вообще моя любимая картина. Это очень интересная картина, называется «Шествие». Ирона Пайканен. К примеру, допустим, если раньше человек становился жертвой удара молнии, то вот этого человека не хоронили вместе со всеми на кладбище. Считалось, что он избранный, а хоронили прямо там же, где ударяла его молния, и в честь него устраивались такие праздничные шествия, хороводы. Специально запрягали арбу, быки зачастую должны были быть именно с белыми пятнами, и отпускали быков. И вот где они останавливались, там и было местом захоронения человека. Хоронили человека, который стал жертвой удара молнии, в сидячем положении. Даже если после удара молнии человек оставался живым, то к нему было особое отношение. То есть считалось, что он избран для какой-то определенной миссии, цели перед Богом. И, как правило, такого человека нельзя было оплакивать. То есть становились по 2, по 4 пары. Женщины, мужчины должны были быть в своих праздничных одеяниях и провожали усопшего или пострадавшего от удара молнии вот таким образом, то есть песнями и с плясками. Обычно в честь пораженного молнией закалывали черного козла, а шкуру его вешали рядом с деревом на большом шесте. Вот центральное место на этой картине художник отвел одному из героев, небожителей нашего нардского эпоса, Уацила. Как известно, он покровитель хлебных злаков, грома и молнии. И наверху Туганов нам уже показывает сход снежной лавины. Ну, ни для кого не секрет, что осетины, аланы испокон веков жили в горных селениях, да и в принципе сейчас тоже. И жизнь их осложнялась тем, что часто сходили лавины, и лавина подгребала под собой целое селение, то есть уносила очень много человеческих жертв. И вот в этот момент к осетинам, к аланам в поисках жертв снежного обвала спешил народный музыкальный инструмент осетин, называется хисенфандер. Вот обратите внимание на передний план картины, там пожилой человек держит в руках этот инструмент. Ну, у осетин хисенфандер был уникальным инструментом, потому что зачастую он помогал находить под снегом жертв снежного обвала. То есть каким образом? К примеру, когда сходила лавина и музыкант обходил погребенные места, над местом погребения тональность этого музыкального инструмента менялась. И таким образом узнавали, что под снегом находится человек. Также по тональности этот музыкальный инструмент мог определять погоду и находить родниковую воду тоже. Струны этого музыкального инструмента, то бишь хисенфандера, делались из конского волоса, а сам он обычно изготавливался из твердых пород дерева, это, примерно, грецкий орех. Но вообще на этом музыкальном инструменте играли сказители, воспевали быт остинского народа, подвиги наших героев. И обучиться игре на этом инструменте считалось очень сложным делом, потому что обучали не 3, не 7 лет, а намного дольше. И человек, который полноценно мог знать вот все тонкости этого музыкального инструмента, он где-то был уже среднего возраста, и в основном старожилы играли на этом инструменте. Но на этой картине Туганов запечатлел определенную трагическую дату. В 1932 году в селении Аршнин Кударского ущелья 14 февраля снежный обвал смел на своем пути целое селение. Из 32 домов целыми остались только 2 дома. Естественно, жители села тоже попали под снежный плен и погибли. И таким образом Туганов решил увековечить эту трагическую дату. Вы знаете, когда Махарбек Туганов и его, скажем, однокурсники уже вот в большей степени погрузились в ситуацию, которая царила в академии, они поняли, что вот эти рамки реалистической школы для них слишком тесны. И вот эта тенденция, которая существовала в академии, она выражала у них протест. И не встречая понимания своих прогрессивных взглядов,
Махарбек Туганов вынужден был оставить свое образование в академии и отправился в Мюнхен для получения дальнейшего образования. После Академии художеств Махарбек в продолжении своей учебы уезжает в Германию. И там, значит, учится у знаменитого на всю Европу в школе HB, в школе искусств HB. Это была студия, в которой, одна из двух студий, в которой получила развитие это направление, это течение. Причем, что интересно, ранние работы Туганова и Махарбека, они совершенно четко, в них виден модерн. Модерн – последний исторический стиль конца XIX – начала XX века, который не мог не коснуться Туганова, поскольку именно в этот период он учился, он жил в Петербурге, где работали художники, создававшие этот стиль. И что удивительно, как раз в студии Антона Ашбе вот экспрессионизм возник не опровергая модерн, а как бы сочетая с ним. Он достаточно, кружок этот и сам Антон Ашбе, они достаточно с большой любовью относились к этому стилю. Вот такой сплав удивительный возник именно в Мюнхене. А Туганов, конечно, как ученик Антона Ашбе, на него очень сильное влияние повлияла студия, хотя он проучился там совсем немного, но интересно, что значит, в 1905 году умер Ашбе, и Туганов оказался под влиянием старших учеников Антона Ашбе, художника, который является самым ярким представителем именно экспрессионизма. Это Явленский, Алексей Явленский, ну и его жена Марьяна Веревкина. Они были раньше учениками Антона Ашбе и стали большими друзьями Махарбека Туганова. Известно по рассказам сына Махарбека Туганова, что у него была переписка с Веревкиной. То есть он уже жил на Сети, жил в России, она с мужем оставалась за границей, и между ними была переписка. Несомненно, конечно, что после смерти Ашбе в каком-то смысле учителями, направляющими творческие какие-то знания, позицию, поправлявшую творческую, были эти вот двое человек. Дружба с ними продолжалась достаточно долго, и некоторое влияние, конечно, они могли тоже на него оказать. Вы же помните, знаете, это Махарбек Туганов, это 901 год, 902, когда уже на смену вот этому реалистическому искусству приходят новое искусство. И поэтому, конечно, художники чувствовали это и, конечно, ехали туда, в Европу, за новыми знаниями, за новым искусством. И поэтому, естественно, уже после Академии художеств Репина, после непосредственного влияния именно народного, российского, эстинского, народного изобразительного искусства, потом это у него идет сочетание с европейским, уже испытанным таким через Ашбе, через других представителей тогдашнего мира 19 и начала 20 века, представителей изобразительного искусства, но не только изобразительного искусства, но по всем направлениям культуры фактически. Ну, от Репина идет, ну, можно так сказать, если даже это натягивать так. Помните, его запорожцы пишут письмо? Вот это большая композиция такая многофигурная. И вот Пернартов это тоже, наверное, идет оттуда. Вот такая большая многофигурная композиция идет от Репина. Вот. А то, что вот у него такая графика, такая очень эмоциональная, экспрессивная, которая передает столько чувств, это, наверное, идет все-таки уже от европейской школы. Конечно, одним из печальных фактов творческой деятельности Махарбека Туганова является то, что накануне Первой мировой войны Махарбек Сафарович отвез в Вену порядка 50 листов своих акварельных работ. Он их оставил в мастерской, которую арендовал.
И в надежде на то, чтобы вернуться, и скорее всего он собирался организовать выставку, либо публиковать отдельным альбомом. Но, к сожалению, события Второй мировой войны не позволили осуществиться его замыслу. И более того, к сожалению, все эти работы были утрачены. Перед вами картина, называется «Примирение кровников». Эта картина еще известна под названием «Усыновление». Я вам уже ранее упоминала, что на Кавказе бытовал обычай кровной мести, то есть из-за этого обычая очень многие семьи враждовали между собой, и это могло передаваться из поколения в поколение, то есть длиться целыми десятилетиями даже. И вот чтобы как-то прекратить это кровопролитие, существовал такой обычай, как примирение кровников. К нему, как единственному способу защиты, прибегал кровник. Допустим, если человек совершал какой-то проступок, а в данном случае, если он убивал другого человека, чтобы убийца избежать наказания, он должен был проникнуть в дом пострадавшей женщины и прикоснуться губами к груди женщины. И вот с того момента считалось, что кровная месть прекращается. То есть тем самым убийца становился молочным братом убитого, и тем самым он уже избегал суда. Неважно, какими способами он должен был это сделать, зачастую хитростью, настойчивыми просьбами или даже силой, бывало и такое, но он совершал такой ритуал, чтобы избежать расправы. Здесь мы в данном случае видим виновную сторону, которая преклоняется на колени, тем самым просит прощения. Это непосредственно убийца и пострадавшая сторона, то есть женщина, которая тотчас же узнает, что она вынуждена принять убийцу своего сына как полноправного члена семьи уже. То есть таким образом убийца смог избежать расправы. Женщина могла его не принять? А у женщин другого выбора не было, потому что я уже упоминала, что зачастую это делали силой даже. И, как известно, в те времена у женщины мало было прав. То есть это было неизбежностью. В 1907 году к нему приходит весть о том, что мать Туганова скончалась, и он обратно возвращается на родину. На родине он сразу открывает художественную студию. Он набрал туда одаренных детишек, которых он учил рисовать, писать картины. И спустя некоторое время цикл своих нардских сказаний он отправляет обратно в Вену перед Первой мировой войной. Но каким-то странным образом, при мистических обстоятельствах, вот эти работы к нардскому циклу, они исчезают. Но все равно он начинает доканчивать свои работы, трудиться над своими картинами. Дальнейшая биография Махарбека Туганова складывалась также драматично, потому что он был неравнодушен к тем социально-политическим событиям, которые происходили в тот период. И даже известен факт, когда Махарбек Сафарович раздал все свои земли нуждающимся, тем самым вступив в конфликт со своими ближайшими родственниками, он до конца жизни глубоко переживал этот конфликт. И вот эти события, они способствовали тому, что Махарбек Сафарович уезжает в Баку, да, затем в Южную Осетию. И вот в каком бы регионе не проживал и не творил Махарбек Сафарович, конечно же, он везде оставлял самый яркий, неизгладимый след. Он, во-первых, был собирателем эпоса. Во-вторых, он был
создателем школы. Именно благодаря его усилиям в Осетии возникла сначала студия, на базе которой появилась потом школа, детская художественная школа, вот сейчас она носит имя Тавасиева. А в Южной Осетии он, значит, создал училище художественное, и очень долгое время с севера в Южную Осетию уезжали художники, чтобы получить вот это среднее специальное образование. В 1930-е годы он решил переехать в южную часть Осетии. Здесь он основал училище и работал в стенах нашего музея. В 1942 году его приглашают в научно-исследовательский институт, где он был заведующим отдела искусствоведения. Тогда он создает серию своих наиболее популярных работ, картин. Это такие картины, как «Собачья скала», «Примирение кровников», «Киевское восстание» 1905 года, «Скачки в честь покойника». Такие скачки устраивали, когда делали годовые поминки, и в честь покойника устраивались такие праздничные скачки. Специально делали обрядовое деревце, и вот на это деревце нанизывались разные сладости, фрукты. Таким образом, всадник верхом на коне проносил это деревце на всю деревню. Сладости, фрукты сыпались, затем их уже собирали дети. Конечно же, не каждая семья могла позволить себе устроить такие скачки в честь покойника. В основном богатые семьи это устраивали. И, как правило, такие скачки могли продолжаться от 2 до 3 дней, то есть такие почести оказывали умершему. Но осетины скачки мотивировали тем, что душа покойника будет мучаться в аду до тех пор, пока ее не выкупят скачкой. И поэтому тем самым старались угодить покойнику. Обычно первому прискакавшему на коне дарили коня покойника, за 2 место быка, за 3 место папаху покойника. Он был широкого интереса человек, занимался почти всеми видами культуры и искусства, особенно осетинского народа, театральным деятелем, безусловно. Он театральным был деятелем, работал в театре и в Северной Осетии, потом уже, когда приехал в Южную Осетию, там тоже фактически занимался и этим театральным делом тоже, конечно. Его костюмы, его танцы, которые, значит, он брал, он же ходил по ущельям, спрашивал всех сказителей, как все это, даже как поставить ногу во время какого танца, все это на сцене и так далее. Он все это вместе, как универсальный человек, интересующийся историей не только осетинского народа, но и всех народов Северного Кавказа, конечно же. Кроме того, в Южной Осетии ему было поручено оформить постановки к пьесам Косталя Ивановича Хитагурова «Две сестры», «Дуня». Он также оформил очень интересно такие пьесы, как Шекспира «Отелло», Островского «Гроза», «Овод» и очень многие другие постановки. Он был театральным художником, прекрасным театральным художником. У нас недавно была выставка, посвященная его театральному творчеству. Это декорации, это костюмы, это совершенно потрясающие, удивительные образы театральные, которые он действительно положил очень много сил и времени для осетинского, юго-осетинского театра. Именно там он работал как главный художник. Кстати, очень многие художники сейчас современные часто замечают ошибки в его картинах. Но это связано с тем, что когда он перебрался жить сюда, у него была маленькая мастерская. А для того, чтобы художник правильно написал свою картину, ему как минимум надо отойти на 10 метров, чтобы правильно соблюсти пропорции. И часто современные художники находят в его картинах ошибки, но тем не менее он считается первым осетинским профессиональным художником, основоположником осетинской живописи. Он и знаток, и собиратель древности. Он очень хорошо изучал историю кабанской культуры, историю скифской культуры, сарматской, очень хорошо знал историю XVIII-XIX века Осетии. И все это у него воплощалось в иллюстрациях к книгам. Он был прекрасный иллюстратор книг. Это тоже очень важно.
Ну и, конечно, он был еще и писателем, так же как Коста, он был автором очень многих публикаций, посвященных совершенно разным темам, и политическим, и темам культурным. И иногда вот иногда его рассуждения об остинском искусстве, они просто поражают глубоким знанием и искусства европейского, и русского искусства. Например, вот что стоит заявление о том, что он со своим другом в Петербурге слушал поэму Скрябина «Прометей» и очень сильно переживал, что вот нет у нас до сих пор композитора, который смог бы написать поэму, посвященную Амрану. Сам он проиллюстрировал это сказание в сборнике Зил, который был издан в Осетии. Здесь, значит, была опубликована пьеса Бритаева, друга Макарбека Туганова. И он делал иллюстрации к этой пьесе. Очень интересные, они вот как бы с них начинаются поиски образов, вот с этих именно иллюстраций, начинаются поиски инартовских героев. Так что вот говорить о Туганове можно говорить как о разностороннем человеке, очень богато одаренным, очень хорошо образованным, великолепно говорившим и на немецком языке, владеющим своим, конечно, родным остинским языком, и совершенно великолепно пишущий на русском языке. Наверное, бесценным является то, что Махарбек Сафарович сохранил для нас, для будущих поколений, важные элементы этнографии осетин, ритуальной культуры, хореографического искусства, народного, потому что в своих графических работах он запечатлел то, что на тот конкретный исторический момент невозможно было зафиксировать не на видеокамеру, да, скорее всего, и фотоаппараты были не так доступны, и поэтому вот его вклад в сохранение традиционной культуры и элементов вот ритуально-обрядового комплекса, он неоценим. И вот все те навыки, все то мастерство, которое он воспринял и усвоил в своем вот творческом методе в Европе, они все оказались ему и нам полезными для воплощения вот этих вот его идей, связанных с национальной культурой.